Мы знаем о тех трагических событиях только по рассказам наших родителей, бабушек и дедушек. И, честно говоря, большинство из них не просто трогают душу, но и заставляют ощутить леденящий ужас. Слушая истории из жизни, невольно ловишь себя на мысли, как многое может преодолеть человек с чистым сердцем и помыслами. Сохранить национальное самосознание и не потерять человечности помогли мудрость предков и невероятная стойкость духа. Актеры театра Идриса Базоркина попытались передать своему зрителю примерную картину тех событий. «Паспорт» – так называется спектакль, посвященный тем, кто смог пережить депортацию 44-го. Дорогие мои, здравствуйте. У меня все хорошо. Надеюсь, что и у вас тоже. Наши войска, слава Всевышнему, продолжают наступать. Вчера мы перешли Днепр. Моего друга Мусо, о котором я вам рассказывал, по ранению отправляют домой. Для него война закончилась. И он очень переживает. Пытался договориться, чтобы его оставили в части. В преддверии этой юбилейной даты министр культуры Мария Погодина сказала, что хорошо было, чтобы у нас была своя какая-то. Я предложил пригласить другой театр с таким спектаклем. На что наш министр, почему у нас не может быть своего спектакля. И вот короткий срок мне пришлось создать пьесу, потом поставить ее. Хорошо, нет, не знаю, когда это уже оценка зрителей должна быть. Мне кажется, нормально получилось. А главная цель, которая была поставлена, цель добрая, цель позитивная, рассчитанная на перспективу, рассчитанная на вывоз спектакля. Мне кажется, она была достигнута, потому что спектакль, он легко трансформируется в любое социальное, нравственное, любое пространство. Потому что трагедия одного народа – трагедия только одного народа. А в этом спектакле отражена трагедия эпохи, трагедия нас как российской нации, общероссийской. Поэтому я уверен, что вывозили мы его балкарцам, они принимали хорошо. Я уверен, что вывезем его в Карачаево-Черкесию, и там поймут, примут.